Всем привет! Мы в Нюрнберге. Решили немножко прогуляться сегодня. На улице тепло, 28 градусов тепла. Смотрите, какая смешная маленькая кафешка. Тут можно вот так сесть на такие стульчики, столики. Такие прикольные. Продолжаем наш поход. Идем. Вот бьют колокола. Так интересно, идем под колокольный звон. Вот мы вышли вот на эту улицу, где KFC находится. Мы сейчас хотим попробовать те вегетарианские бургеры, которые мы там ели. Ой, какие платья красивые. Это же обалдеть. Смотрите, сколько вещей продают. Класс. Ой, какой интересный магазин. Такой красивый. Вообще, все шикарно. Вот тут эти столики. На улице можно сидеть. А вот столики для KFC. Но мы, наверное, пойдем внутрь. Сюда. Пойдем сюда. Вот. Я хочу на втором этаже сесть. Интересно всегда. Вот так здесь все выглядит на втором этаже. Но ужасно жарко, поэтому мы, наверное, спустимся вниз. Вот такой бургер в KFC вегетарианский мы заказали. Они вот 14 евро. Так, мы идем в Таллин прогуляться. Обожаю наши улицы. И вот как оживленные. Каждый сидит, занимается каким-то своим делом. Сидят в кафе. Здорово, в общем. Я тоже хочу где-то выпить кофе после этого KFC, который никому не понравился. Обидно. Там нарисовано одно, а ты покупаешь, а тебе накладывают капелечку такую малюсенькую и все. А платишь ты ого-го. Денег сколько. И это... Все обиделись. Ну как, не на меня, конечно, а на сам KFC. Типа, что совсем маленько за большие деньги. Макдональдс никогда не сравнить. Вот. Я говорю, ну если хотите, потом сходим в Макдональдс. И это... Сейчас хочется после этого бургера кофейку. Пить хочется. Ну почему-то кофейку именно. Но бургер вегетарианский так-то интересно, майонез невкусный. Поэтому все как-то вышли с привкусом оттуда. С привкусом горечи. Вот. На улице очень жарко. Я хотела посидеть внутри в KFC. Не, там невозможно. Там не открыты окна, там не работают кондиционеры, как в Макдональдс. Вытяжки нет. Никакой вытяжки нет, ничего нет. И туалетов, главное, нет. Туалет, чтобы попасть, просили код, ключ и все, чтобы просто открыть туалет. И, соответственно, конечно, заведение не рекомендую. Так что KFC Нюрнберг ставим вот такое. Вот. Нигде там ничего в нем хорошего нет. С Макдональдс вы его просто не сравните. И вы можете туда сходить, только что, если вы хотите за 25 евро поесть курицу. Жареной, с острой. А так нет. Туда лучше не стоит, конечно, ходить. И жарко, и плохо, и нет туалета, и ничего нет, и кондиционера нет. В общем, ну, вот так бывает. Так, посмотрим, что у нас тут. Книги какие есть на распродаже. А вроде пока те же самые практически. Некоторые уже распродали, вот которые я покупала, их, по-моему, тут уже нет, да. Ну, не все точно. Уже нет. Вот я в последнее время заметила, что я очень люблю книги. И тут был юмор про знаки зодиака. Какой подарок дарить каждому знаку зодиака. И я вот запомнила некоторые знаки. Значит, если вы хотите что-то подарить Козерогу, а я Козерог, то нужно дарить книги. Если вы хотите подарить что-то рыбе, то оставьте просто рыбу в покое. Я вот это прям очень хорошо запомнила.
Мы на 4-м этаже. Все как обычно. Красивый светящийся блок. Розовый особенно понравился. Каждый день мы с вами практически смотрим сюда, но не видим колод, которых у меня нет. Но я заказываю, видели, да, активно по интернету, и постоянно выходят новые обзоры. На eLife в разделе Shorts обязательно смотрите. Мне, кстати, пришел ежедневник 6 минут. Я сейчас с ним работаю. Интересное заведение. Решили зайти посмотреть. Все выглядит. Меня не заинтересовали. Вау, какие интересные. Это кондитерай. У нас все. Это как красиво. Блины, ягодные корзинки. Интересные, да, прям. Муссы. Муссовые пирожные. Торты. Красиво. Мы хотим найти там еще один книжный магазин, но вроде бы мы когда-то там были. Мы идем и обсуждаем Турцию. У нас есть, ну, такой блогер, один из которых мы смотрим. Вот. Indie Magic TV, да, он называется. Так, да? Да. Вот. И, в общем, ну, он действительно, у него своя квартира во Вриндаване, это город в Индии. Но он не может там жить постоянно. Олег его зовут, блогера. Почему? Потому что в Индии у него есть бизнес-виза, но он находиться может только полгода в год там, по-моему. Да. А остальное время ему надо где-то жить. И он сейчас улетает в Узбекистан, вот, к друзьям. У него кошка, ее зовут Рокси. И вот эта кошка Рокси, значит, летает с ним везде. Он ее нашел, видимо, в Турции, завел в Турции ее, эту кошку. И она такая, ну, смирная кошка, более-менее такая, переносит, так скажем, полеты, перелеты вот эти все. Они вместе с Турцией, он долгое время провел в Турции. И рассказывает, значит, что там очень сильная инфляция. То есть каждый день в Турции меняются цены. И ты никогда не успеваешь... Ему хватало там, он говорит, на жизнь, да? Но ты никогда не успеваешь за этими ценами. Ты каждый раз приходишь там, в кафе или еще куда-то в Дурум, или там магазины, и всегда разные цены. И там уже этому никто не удивляется. А в Индии он сравнил тали, который он заказывал в кафе, 3 года назад был 80 рупий, а сейчас 110. То есть на 30 рупий за 3 года подорожал тали. Тали называется же, да, Вова? Да, это Тали. 5
Ну там тарелку. соусы, там рис накладывают и 5 видов соуса, да? Так? Да. И чапати дают, по-моему. Да, не Ну помню. это чисто вегетарианская еда. Ну вот тали, да, называется? Тали. Да, Вов? Да, по-моему. В смысле, по-твоему? Да, Ты жил да. в Индии. Да, Тали. Как это по-твоему? Ты жил в Индии, Я в Вова? основном уже в европейской столовой питался. Ну тали-то ты ведь не пробовал, ни разу не заказывал себе тали. Съел. Вот. Ну и в общем, у нас же очень много здесь, ну, всяких национальностей в Германии живет. И вот я иду, и немцы они не могут не поздороваться. Вот, ну, не могут не поздороваться. То есть ты на него посмотришь, на человека или на нее, и обязательно поздоровается. А у нас, ну, так мы живем в Германии, больше всего мы сталкиваемся с кем? С немцами, конечно. Не с какими-то другими национальностями все же, да. Хотя здесь действительно очень много национальностей. И привыкли к тому, что мы сами теперь здороваемся со всеми, кого бы мы ни видели. А турки никогда не здороваются. Вот у них такая привычка, они поздороваются только если ты с ними поздоровался. Мы сейчас зашли в кафе, там турчанка на кассе. И вот я заметила вот это. Она же, Вов, не поздоровалась. Она такая красивая, у нее тут эти прическа, все. Они отличаются, ну, красотой, ухоженностью. Ну, как вот украинки тоже. И, ну, все славяне там, да. Вот турки тоже так же. Но они не здороваются, в упор. И вот я это, как сказать, уже заметила отдельно прям. Вот такие, как сказать, особенности менталитета. Что мы зашли в кафе, мы уже все осмотрели, уже сняли всю витрину на видео. Она потом на нас обратила внимание, но здороваться, по-моему, она так и не стала. Вот. И это очень сильно, как сказать, заметно здесь. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто заметно для нас. Потому что мы уже привыкли. И они, я не знаю, почему они не привыкли. Может быть, они так вот считают, что им по-своему надо. Ну как, Здесь общаться. Есть еще другая проблема. Мы привыкли, мы же живем в маленьком городе, в пригороде Нюрнберга. Ну, может, из-за величины города Да, еще. из-за величины Ну, города. я в Нюрнберге много раз замечала, если ты посмотрел на человека, он скажет тебе халё. Да, да, ну, знаешь как, может быть, я вот на это списываю, что когда большой город, очень большая текучка людей. Ну, вот афроамериканцы, например, они не просто скажут тебе халё, если ты на них посмотрел. Они будут, еще увидят, если камеру, будут махать руками, Да. говорить, сними меня на Очень видео. общительные, да, Очень с ними. общительные. И они еще будут с тобой говорить, как бы, если ты на них посмотрел, обратил внимание. Но не все народности тоже. Ну, вот я говорю, все народы по-разному себя ведут, конечно. Да, менталитет у многих. И его видно, и менталитет. Ну, естественно, здесь местное население точно хорошо видит, кто откуда. Вот немцы как определяют славян, женщин, что они красивые. Это вот группа итальянская туристов с экскурсией. В общем, как они определяют русскоязычных славянок и так далее, полячек все. Красивые. У них славянский акцент, и они красивые. Типа ухоженные, там у них там накачаны губы и грудь накачана, все в силиконе, там все волосы уложены, косметика, полный макияж при параде, все и акцент. Так, что-то мы где? А, ну вот эта гора, это же к Королевскому дворцу гора. Замку, да. Замку, да. Как? Нюрнбергский замок. Нюрнбергский замок. Да. И вот сейчас мы туда тоже куда-то должны подойти, чтобы этот магазин найти. Теперь мы встретили кришнаитов. Вот видите, какая у нас интересная, многонациональная страна. Теперь вот кришнаиты. Только что итальянцы были.
охота встать с ними, потанцевать. Вот этот Буханлунд, нет? Буханлунд? Нет? Ой-ой-ой. На-на-на. Ну что, мама? Да? А там карты. А, это карточный магазин? Этих географических карт. Ну, на фотографиях в интернете совсем не это было. Давай-ка все-таки зайдем. Обалдеть, какое изображение здесь на потолке. А вот там еще одно есть. Нет, это мы не были здесь. Вот. Были. Ну, или были, но не, это не карточный магазин. Как ты говоришь, что магазин географических карт. Нет. Вот я вот про эту девушку. Или это не девушка? Девушка, да? Вот я про нее говорила, что увидел. Вот тут стульчик, видите? Можно в угол посидеть, почитать. Круто. Мне нравятся такие магазины. Симпатичные. Смотрите, как круто. Вот я хотела здесь побывать. А Владимир Николаевич говорит, мы были. Да как мы были? Ты помнишь себя на этом балкончике? Да, я помню все это магазин. А я не помню. Вот, психохак. Психохак? Психохак это не значит, что у тебя тут только вся эзотерика. Фришемкопф. Копфрай. Интересное название. ЛСД. Ай. Листцы. Да, давай, ага, листай, чтоб купил ты потом. Как ты испортил книгу, покупай. Так. Мне вот это понравилось, вот то. Вот это. Во-первых, вот это понравилось, а во-вторых, вот это очень мне понравилось. Вот это. Какая красота вообще. И прям шикарно. Всякие штучки. Угу. Красиво. Тоже интересно. Это же дневники. Смотрите, по лестнице тут вот так зайцы дюрера стоят. Прикольно. И на бутылке сам дюрер. Вот так тут прикольно. Прям картины и все. Круто. О, тут кондиционер. Все, я отсюда не уйду. А, какой кайф. Дэвид Боуи, это музыкальное искусство. Видите, группа Queen. Али Зонукс. Еще одна песня. Класс. Больше всего мне понравилось, что я стою прямо на кондиционере. Сейчас Владимир Николаевич. Ну, отойди его сниму. Вот. Отсюда дует холодненьким. Боб Дилан. Тут вообще прикольно. Вообще, как на экскурсии. Да? Вот Так Дюрера, здорово. карточки вот эти все. Открыточки. Вот тут все про Дюрера. Лампочки такие симпатичные. Все такое шикарненькое. Искусство 2025. Красиво. Ничего не скажешь. Симпатично. Я снимаю только Владимира Николаевича, который ходит у меня в камере этим своим задом. Задом своим. Так, давай-ка я вперед пойду. Иначе я опять буду снимать только твой рюкзак. А вот они, зайцы. Вот. Полностью по лестнице зайцы. Вот мы уже внизу.
Ja, alles klar. Книги Gut, всякие. also tut aber gut, haben wir gesehen, ist in Ordnung gewesen. Мы идем куда-то в Августиненков. В Августиненков. Короче, мой славянский язык в роте не умеет такое выговаривать. Августиненхоф. Это Августиненхоф. получается. Все, мы возле этого. Пошли к реке. Сейчас я фото сделаю. Ты опять, вот ты опять сразу же с рюкзаком залез мне в этот и все. Или вот здесь. Вот как мы сидим, вот здесь. Такое место хорошее. Тут Владимир Николаевич. Лоб Владимира Николаевича мокрый. Жарко. Тут вот кафе, а мы тут сидим вот так же, как эти люди. Вот так же. И смотрим, получается, на реку Пегниц. Пегниц же это, да? Правильно я все говорю, Вова? Ну, канал, короче, на канал смотрим. Мы пришли вот в эту желатерию. Сейчас хотим заказать какое-нибудь мороженое. Жарище, ужасное жарище. Сегодня, слава богу, в цветных чашечках вот нам принесли 2 капучино. Необычно. А, у тебя обычное? Ну, это блюдце цветное. А у меня блюдце обычное, а чашечка цветное. Вот, еще и мороженое принесли. У Вовы, значит, манго и дыня. А у меня шоколад и орех.